На учебу пешком по трассе? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему у соседей загородной резиденции правительства Таджикистана нет школы. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Расширение загородной правительственной резиденции в селе Пугус Варзобского района оставило сотни детей без школы. По словам родителей, за знаниями их чадам приходится каждый день ходить за 4 километра в соседнее село. Дети должны добираться до школы по автотрассе, которая является одной из самых оживленных в Таджикистане. В Хукумате Варзобского района о проблеме знают, но денег на школу в поселке и в местном бюджете нет. Власти Варзоба уже 7 лет ищут спонсоров. Загородная резиденция правительства Таджикистана была построена еще в 2012 году. С тех пор, по словам местных жителей, дети села Пугус, рискуя жизнью и здоровьем, вынуждены ходить на учебу в соседний кишлак Гажне по оживленной трассе. Гавхар Шарипова, заведующая медпунктом села Пугус, говорит, что проблемы у сельчан начались после того, как жители села переселили, и на месте их села построили загородную резиденцию Пугус. Денежные компенсации за жилье, по ее словам, жители получили, но вот обещания властей создать все условия на новом месте ждут уже 8 лет. Сотни детей каждый день подвергаются опасности по дороге в школу. Хуже всего зимой, когда быстро темнеет и детям приходится возвращаться домой по малоосвещенной трассе. К тому же зимой дети часто болеют, часто дорога сильно проветривается, говорит женщина. По ее словам, в их селе была школа, в которой учились около 1500 учеников. Из-за близости к правительственной резиденции наше село переселили, а школу закрыли, добавила она. 8 лет назад для проведения крупного международного мероприятия власти решили отремонтировать и расширить загородную правительственную резиденцию. Жители села получили денежную компенсацию, но многие покидать родные земли не захотели и отстроились заново неподалеку. По словам Эмамали Файзулоева, депутата Варзобского райсовета из села Пугус, на новом месте жители своими силами построили дороги и мосты, провели водопроводную линию. Под строительством школы был выделен земельный участок. Однако денег на строительство здания школы нет. Мы несколько раз обращались в районную администрацию, был выделен автобус. Однако он то ходит за детьми, то нет. На самом деле детям очень тяжело. На другом берегу реки проходит трасса Душанбе-Чанак, добавил депутат районного совета. По словам именно жителей Пугуса, однажды один ребенок по дороге в школу чуть не утонул в реке. Житель села Сиродж Алимов рассказал, что его сына сбила машина, у него было сломано плечо. 2 месяца мы лечили его за свой счет. Дети ходят в школу и из школы пешком каждый день. Но разве люди виноваты в том, что президенту захотелось расширить свою резиденцию? Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментариях. Глава Варзобской райадминистрации Асрор Сафарзода в беседе пояснил, что район не является экономически самодостаточным и субсидируется государством, и в ближайшее время сложно найти необходимые средства на строительство школы. Также он добавил, что проект школы в селе Пугус уже готов. На ее строительство потребуется более 3,5 миллионов самани. Как только найдем инвестора, то сразу приступим к строительству школы, добавил глава района. Странно, что о резиденции позаботились, а о людях не особо. По данным Министерства образования и науки Таджикистана, ежегодно в разных регионах страны строятся десятки новых школ, и по словам местных экспертов, большинство случаев на средства, выделенные предпринимателями. Но почему-то к соседям правительства эти деньги так и не доходят. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!